На календаре 6 апреля, казалось бы, но если выглянуть в окно, может показаться, что явно не апреля. Ну, точнее, мы еще попозже об этом расскажем. Самое главное, что новый день наступил, и вы включили телевизор, открыли глаза. «Утро Якутии» на Якутия-24. Самая уютная, теплая, семейная утренняя программа на телеканале Якутия-24. Всем доброе утро. Катерина Накурова. Доброе утро. Павел Танин. Да, ну и вся наша большая команда, которая сидит за кадром, которые готовили наш сегодняшний эфир, чтобы ваш день обязательно сегодня был как минимум хорошим. Да, чтобы он прошел на позитиве, это самое главное, тем более, если погода, утренняя, она такая достаточно морозная. Только улыбка ближнего и улыбка своя поможет согреться в такое утро, мне кажется. Ну, это в довесок, конечно же, к нашей программе, потому что источник тепла главный с утра, морозного утра, это «Утро Якутии». Вот, ну, а мы тоже не с пустыми руками, и вот выяснили, что пока мы все с вами отдыхали, спали, а тем временем Солнце взяло и поглотило самую яркую комету этого года. В минувшие выходные комета с названием Си-2026A1 прекратила свое существование. Космическое тело не вернулось в поле зрения средств наблюдения, откуда из-за близости к Солнцу она пропала, собственно. А пропало оно в минувшую субботу в 14:30 по московскому времени. Это означает, что небесное тело больше не существует. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Там отметили, что летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а крупные каменные фрагменты теоретически могли упасть прямо на поверхность звезды. Часть полевого хвоста кометы была оторвана и вытеснена давлением света во внешнюю корону. Там она полностью рассеется в ближайшее время. Си-2026A1 стала первой кометой этого года, причем то, что она в скором времени исчезнет, стало ясно сразу после ее открытия. Считается, что погибшая комета относится к семейству комет Крейца, то есть обломкам неизвестной гигантской кометы, распавшейся столетия или тысячелетия назад. Вот так вот распадаешься сначала 1000 лет назад, а потом бац, и попадаешь на Солнце. Тем не менее, удивительно, да, что мы вот вроде живем, ничего вроде не происходит, а вот такие события вот там, где-то в космосе, они Происходит. Сплошь и рядом, на самом деле. Это вот только вот в нашей Солнечной системе, да, заметили какой-то момент. А представим в масштабах всей Вселенной, что происходит. Можно с ума сойти. Ну, а пока мы все спали, конечно же, синоптики, что тоже не сидели просто так. Сложа руки, конечно, не сидели. Готовили погоду. Давайте узнаем. Давайте, что нам прогнозируют Сегодня ожидать. Итак, в центральных районах сегодня днем ожидается -1, -2 градуса, в Заречной группе -2, -6, в южных от -1 до 0, в Вилюйской группе 0, +2 градуса, в Нижнеленских -5, -7, в западных 0, +1 градус, в Колымаге-Дигирской от -2 до -12, в Янских -8, -10, на северо-западе -4, -15. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила -20 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер юго-восточный со скоростью до 2,7 метров в секунду. А температура воздуха днем составит -1, -3 градуса. Вот, глядя на утреннюю температуру, хочется задать вопрос. Ноябрь, ты ли это? Мы тебя узнали, давай меняй название месяца обратно. Но даже если погода вас удручает, это будет нормально, конечно, мы ожидали немножко другого. Тем не менее, вот вам заряд какой-то мотивации и позитива. В московском зоопарке настоящий есть утренний мотиватор. Теплолюбивые грызуны выглянули в окно, увидели солнце и без колебаний отправились на улицу. Пусть снег еще не везде растаял, пусть на улице прохладно, но желание встретить весну оказалось сильнее. Первой, кстати, вышла малышка Симка, которая родилась осенью. Она смело спустилась по лестнице, обнюхала сугробы и показала пример остальным. Теперь капибары бодро гуляют по вольеру, знакомятся с соседями, ламами и викуньями. И явно наслаждаются каждым теплым лучом. Так что смотрите на этих жизнерадостных зверьков и берите с ними пример. Если капибары, которые привыкли к теплу, смогли выйти из зоны комфорта и встретить весну, то и нам с вами
по силам, я думаю, оторвать свою голову от подушки, сделать этот день ярким и не обращать внимания на какую-то утреннюю погоду, тем более, что днем достаточно приемлемая она будет. Да, настоящая весна – это энергия, ритм и бодрость с самого утра. А время размять не только лапки, но и все тело. Прямо сейчас наш фирменный заряд бодрости. Зажигательная степ-аэробика. Шагаем в эту весну энергично. Всем доброе утро, меня зовут Дерюгова Светлана, я тренер по направлению степ-аэробика. И поехали, работаем, делаем захлест одной ногой, работаем ручки перед собой, выдох, выдох, выдох и меняем ножку, правую поставили и снова пошли, выдох, выдох и пошли, работаем на пресс, ручки наверху, над головой, работаем на пресс, ниже отпускаемся, выдох, выдох и идем шагом, отдыхаем, делаем вдох и выдох, еще раз вдох и выдох. Есть, теперь делаем захлест одной ногой, меняем, выдох, выдох, есть, есть, еще, работаем, 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 просыпаемся и поехали, джампинг джек делаем. Если кому сложно, можете делать пошагово, выдох, выдох, носочек в сторону, еще, есть, теперь можем работать пошагово, работаем с правой ножки и левой ножкой, отпускаемся на правую, левая и пошли, выдох, ага. Еще, коленки немного полусогнуты, ритмичнее, динамичнее, еще, молодцы, ага. И пошли, колено, локоть, выдох, выдох, выдох и поменяли ножку. Ага. И также, у кого нет платформы, можете работать просто. И выдох, выдох. Итак, поехали. Ручки перед собой, корпус немножко вниз и пошли. Коленки полусогнуты. Выдох, выдох. Молодцы. Еще 3, 2, 1. И пошли чуть быстрее. Выдох, выдох, выдох. 3, 2, и 1. И сейчас проведем с вами растяжку. Поехали вместе со мной. Делаем хороший вдох, на носочки поднимаемся. И выдох. Спокойно. И еще раз глубокий вдох. И выдох. Внизу ручками потрясли. Разгоняем лимфу. Еще. Есть. Теперь ножки на ширине. Еще чуть шире. Взяли за голено, стоп. И вниз прогибаемся. И задержались. 5, 4, 3, 2, 1. Потянулись к правой ножке. Растягиваемся. 3, 2, 1. И к левой ножке. 3, 2, 1. Ножки соединили вместе. Когда мы вниз спускаемся, мы колени не сгибаем. Поехали. 3, 2 и 1. Сейчас ножки соединили. Вниз прогибаемся, колени не сгибаем, колени у нас прямые. Вниз отпускаемся и у носочков задержались и раскачиваемся. Задержались. 3, 2 и 1. Есть. Всем пока. И с вами была Дерюгова Светлана. До новых встреч. Ну вот теперь на таком заряде бодрости давайте вперед узнаем, что же произошло в мире, как минимум в республике и за ее пределами. От наших коллег они нам расскажут о последних новостях. Приветствую, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Молодые люди в возрасте 14-17 лет стали активнее искать работу. В 2025-м их было уже в 1,5 раза больше, чем в 2023-м. Чаще всего в свободное от учебы время подростки работали сотрудниками общепита, продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами либо аниматорами. Но в последнее время все чаще пытаются попасть в креативные специальности – SMM-менеджмент, копирайтинг, дизайн. Сами компании готовы рассматривать подростков в качестве соискателей. Ключевой причиной, почему появляются
появляется все больше вакансий для несовершеннолетних, стал дефицит кадров. В стране крайне низкий уровень безработицы – 2,2%. Отцовскую резолюцию приняли в Якутске. Речь идет о результате работы слета отцов города. Мероприятие собрало 260 участников. Так отцы прошли маршрутный лист по 4 площадкам: патриотика, наставничество, здоровый образ жизни и трудовое воспитание. При этом спикерами слета выступили главы муниципалитетов, депутаты, отличники образования и даже заслуженный мастер спорта СССР Павел Пенигин. Как отметил один из экспертов площадки, участники слета показали большую заинтересованность в организации совместной работы и обеспокоенность проблемами, в том числе родителей-одиночек и детей, оставшихся без отцов. В первую очередь мы говорим о том, чтобы обменяться опытом между отцами, между вообще людьми, между службами администрации города, общественными организациями, потому что есть проблемы воспитания детей, у которых, к сожалению, сегодня по разным причинам нет папы рядом. Предложений много, потому что и то, что надо с ребятишками выезжать в лес с ночевкой, с костром, с каким-то зорницей организовывать и так далее, чтобы мальчишки оторвались от этих телефонов. Якутск стал центром притяжения мастеров стратегии. В городе завершается масштабный 4-дневный фестиваль интеллектуальных игр. В рамках программы прошли сразу 2 крупных турнира – первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа, который объединил 46 участников из 5 регионов – Магаданской области, Хабаровского края, Приморья, Еврейской автономной области и Якутии. За 2 дня определились лучшие игроки разных возрастов – от совсем юных игроков до опытных любителей интеллектуального спорта. Развитие интеллектуальной игры ГО в республике началось около 20 лет назад и сейчас набирает популярность среди подрастающего поколения. С этого года планируется, что наша, скажем так, специальность, именно игра ГО, станет присутствовать в университете, где мы, кстати говоря, проводим это соревнование. И у нас появятся не только новые игроки, но и студенты, которые, скажем так, в дальнейшем станут тренерами, организаторами и помогут нам тоже, в свою очередь, развивать этот вид спорта. Спасибо, коллега. Мы продолжаем. На календаре, как мы уже говорили, 6 апреля. И сегодня отмечают День пасты карбонара. Прекрасный Паш, день, я считаю. любишь пасту? Не то слово, но это же прекрасно, это вкусно. Я готовить люблю ее, я кушать ее люблю. Вообще, есть повод сегодня приготовить. повод есть, была бы ужин. возможность, если появится, обязательно приготовлю, потому что такой праздник нельзя пропустить. Да, мимо Это будет не очень неправильно. Поэтому, да, если есть возможность, можно и на обед, куда-нибудь сходить, если самим не хочется. Да, готовить. кстати, готовиться очень достаточно просто. В таком упрощенном быстро, варианте. да. Мне кажется, за 20 минут уже бац, и готова карбонара. Там особенность, конечно, соус это делать, саму подливу. Тоже нужно уметь. Я долго приходил к тому, чтобы она плюс-минус у меня получалась. Полностью до сих пор не получается, но однажды все получится. Обязательно. Также сегодня отмечают Международный день спорта. В Афинах также состоялись первые летние Олимпийские игры, а в Москве в далеком 1899 году был запущен первый электрический трамвай. И на этом знаменательные события этого дня не заканчиваются. Давайте знакомиться с ними далее. На календаре 6 апреля. Сегодня День работников следственных органов МВД России. Международный день спорта. По народному календарю Артемон Дери Полос. В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами. Это делалось, чтобы выгнать нечистую силу. Также огонь разводили вдоль дорог, чтобы указать путникам дорогу к церкви. Этот день в истории. 248-й. Римляне отметили тысячелетие своего города. 1654-й. Царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому. 1824-й. Наполеон Бонапарт первый раз отрекся от престола. 1899-й. В Москве пустили первый электрический трамвай. А в 1930 году в этот день в Советском Союзе учрежден Орден Красной Звезды. В этот день родились
Филипп Генри Гассе, английский натуралист-изобретатель. Александр Герцен, российский общественный деятель и писатель-публицист. Николай Склифосовский, русский врач, хирург, профессор. Иван Цуриков, русский поэт, представитель крестьянского направления в русской литературе. Александр Орлов, советский астроном, один из создателей геодинамики. Василий Меркурьев, советский актер театра и кино, педагог и режиссер. Именины сегодня у Артемия, Владимира, Захара, Мартина, Петра, Степана и Якова. Ну, а первая половина года для многих – это время планов и старта новых проектов. Ну, кто сказал, что работа – это только отчеты и графики? Сегодня поговорим о том, как сделать трудовые будни ярче, а весну активнее. В преддверии 1 мая профсоюзы традиционно запускают череду конкурсов и акций. Причем это не просто галочка в отчете, а мощный стимул для раскрытия талантов и укрепления командного духа. А значит, отличный шанс для каждого, кто хочет заявить о себе и своем коллективе. Как им воспользоваться, что для этого нужно и куда обращаться, об этом подробнее поговорим с Валентиной Кириллиной, заместителем председателя Федерации профсоюзов Республики. Валентина Ивановна, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да. Собственно, мы запомнили, уже зачем упомянули 1 мая, да, и вот первомайская акция вообще как организована будет, как будет проводиться в этом году? Спасибо за приглашение. Мне очень приятно видеть вас в это прекрасное весеннее утро, потому что сегодня солнечный день, и настроение, конечно, с утра очень хорошее. И говорить в этот день о первомайской акции, конечно, очень приятно, потому что все равно, как только вот наступает весна, приближается лето, люди всегда ожидают 1 мая, и вот профсоюзы, для профсоюзов это самая важная профсоюзная акция. Вообще вот в этом году, в 2026 году, будет уже 140 лет, как впервые в 1886 году рабочие вышли со своими требованиями, лозунгами. И само собой, самое главное, что в этот день мы, профсоюзы, тоже выходим с определенными своими постановочными вопросами, лозунгами. И последние годы, вообще вот мы привыкли же, что 1 мая все выходим на парад, все радуемся, общаемся. А вот последние годы, с начала специальной военной операции, конечно, вот эти шествия, демонстрации уже не проводятся, а мы проводим первомайскую акцию с использованием различных форматов. И очень радуемся, что народ очень творчески подходит, трудовые коллективы, и проводят различные мероприятия. И в этом году, конечно же, также объявленная Всероссийская профсоюзная акция будет проходить вот именно в различных форматах. И Федерация независимых профсоюзов России этот год объявила годом трудового единства и солидарности, потому что действительно единство и солидарность, куда мы стремимся в профсоюзах. И в соответствии вот с объявленным годом и с объявленным президентом Российской Федерации годом единства народов, конечно же, у нас есть главный девиз на 1 мая, да, первомайской акции. Это солидарность трудящихся России, единство страны. То, что на сегодняшний день нам очень необходимо. И в рамках вот первомайской акции все наши профсоюзные организации, начиная со всех трудовых коллективов, муниципальных образованиях, городах, будут проводить с использованием тех форматов, которые им вот, уже они привыкли, и в этом году, конечно, они всегда творчески подходят и придумывают новые различные. Но самое главное, вот при подготовке первомайской акции будет проведено заседание республиканской трехсторонней комиссии по социально-трудовым вопросам, ну и, само собой, в муниципальных образованиях трехсторонние или двухсторонние тоже вот, наши заседания будут, потому что на этих заседаниях действительно обсуждаются самые насущные на сегодняшний день для каждого из нас. Мы ведь тоже люди труда, для каждого из нас важные вопросы. А на республиканском уровне еще одним важным моментом будет, что будет подписано республиканское соглашение вот, трехстороннее между правительством Республики Саха-Якутия, между объединением работодателей и Федерацией профсоюзов на 2026-2028 годы, где мы примем вот трехстороннее соглашение конкретно, как мы будем защищать эти 3 года права трудящихся. Ну и, само собой,
Кроме того, вот во всех трудовых коллективах мы рекомендуем проведение собраний, чтобы в каждом трудовом коллективе в сегодняшнее сложное время тоже обсудили те актуальные вопросы, которые необходимо принять, чтобы каждому человеку труда все-таки почувствовать, что есть, скажем, вопросы, которые надо решать вместе. Так что и те, скажем, но вот я говорила, что последние годы мы не проводим демонстрации, шествия, но тем не менее в муниципальных образованиях предыдущие годы в отдельных муниципальных образованиях проводились по инициативе самих трудовых коллективов и демонстрации, и шествия, и митинги. Но, конечно же, это именно в тех улусах, где вот эта традиция сохранилась, и, конечно, ситуация нормальная. Так что вот будет очень много интересных мероприятий. Да. А конкурсы какие нас ожидают первым? Ну, разумеется, мотивирующих у нас таких моментов очень много, и каждый год мы проводим различные конкурсы. Ну, на этот год хотелось бы обратить вот внимание на несколько конкурсов, которые именно будут посвящены и 1 мая, но и к 1 мая. А вот в связи с тем, что вот мы и подписываем республиканское трехстороннее соглашение, это первый лучший социальный партнер. То есть тот работодатель, который действительно проводит очень большую работу по социальной поддержке своих работников, конечно, он будет отмечен. И мы радуемся тому, что ежегодно много вот работодателей вот направляет на работодателей много документов. Ну а теперь по 1 мая, если взять, то мы объявили конкурс рабочей песни. И этот конкурс мы посвящаем 105-летию профсоюзного движения Якутии и Году культуры в Республике Саха-Якутия. Вы сами понимаете, что к 105-летию нам бы очень хотелось бы, чтобы действительно вот наши члены профсоюзов, те авторы, которые сами пишут, скажем, тексты и сами музыку слагают, конечно, вот это первая категория, которые будут направлять нам свои творения. А второе, это, конечно же, на готовую музыку, которая имеется, они свой текст будут налагать. Это второе. И третье, можно, вот скажем, исполнить те песни, которые сегодня мы поем к 1 мая. И уже к 17 апреля будет подведен итог первого этапа, а потом к 1 мая мы уже подведем те отобранные номера, прослушаем и отберем победителей, которые будут выступать у нас 1 мая. И вот, конечно же, еще вот один очень интересный конкурс. Это 1 мая в моей семье. Фотоконкурс. И мы проводим это ежегодно, и в прошлом году, и люди очень активно принимают участие. Во-первых, это ожившие фотографии. Вы помните, вот сами, наверное, и по WhatsApp видели, как люди вот к открыткам советских времен вот как раз прилагают там Секундочку, членов. запрещенная на территории Российской Федерации мессенджер, но тем не менее. И второе, это профсоюзные традиции в семье. То есть те фотографии, которые будут они вот делать 1 мая, как вот это в каждой семье сложилась эта традиция, и будут направлять к нам, где-то до 8 мая мы потом подведем итоги, и, конечно, будут у нас победители. В общем, несмотря на все перипетии, которые терпит сама праздничная демонстрация, первомайский дух никуда не теряется. И еще как будто даже еще шире и больше возможностей появляется. Да, это здорово, ну, как бы, это нужные вещи, это же просто, ну, когда работа это только весна, работа, это радость, а тут весна, да, и весна возможность и себя труд проявить. вместе, это действительно очень дорогого стоит. Валентина Ивановна, спасибо вам за участие в нашем эфире, что вот так вот пришли и тоже настроили нас, да, на этот Настроили дух. нас на весну. Спасибо. Спасибо большое вам. А с праздничных профсоюзных стартов к личной выгоде. А сколько мелочи скопилось у вас дома? На 1000, на 2, а может и целое состояние. С 6 апреля, то есть с этого дня по всей России стартует монетная неделя. Якутяне тоже могут поучаствовать в ней и вернуть деньги, которые осели в домашних кубышках, в оборот, причем без лишних комиссий можно вернуть. В этом и цель акции – не дать металлическим деньгам задерживаться у людей. Как это сделать, расскажем далее. Миллионы монет оседают в домах граждан, в то время как магазины, аптеки, предприятия транспорта испытывают потребность в разменных монетах. К тому же это экономия государственных средств, ведь чеканка новых монет – дело затратное.
Акция «Монетная неделя» проводится ежегодно, и с каждым годом желающих разгрузить свои копилки становится все больше. В этом году, кроме банков, мелочь в Якутске и некоторых улусах принимают магазины. Чтобы не ездить по всему городу в поисках нужного магазина, достаточно зайти на сайт «Монетная неделя РФ». Там опубликован список всех точек, участвующих в акции. Адреса разделены по регионам. Просто выбираете свой город, и сразу видно, где принимают мелочь. Приносите мелочь в банки, либо магазины, которые участвуют в этой акции, и обмениваете, сдаете, получается, свою мелочь и получаете вместо этого либо на банковский счет деньги, либо деньги в бумажном эквиваленте. Мы призываем якутян не копить мелочь, а сдавать ее. Это поможет вам получить вместо множества монеток более компактные банкноты или весомую сумму на счете. Организаторы напоминают, что монеты принимаются в любом количестве. Главное, нужно заранее рассортировать монеты по номиналу. Монетная неделя продлится до 18 апреля. Проверьте свои карманы и копилки. Возможно, там наберется сумма, которой хватит вам на приятную покупку. Что ж, как мы только что убедились, даже мелочь, которая копится годами, может стать приятным сюрпризом, если подойти к деньгам грамотно. Но сегодня мы говорим не только о монетах, но и о купюрах, причем о тех, которые жалко потерять. В мире финансов гораздо важнее не только считать сдачу, но и сохранить капитал при крупных покупках. Весна – время, когда многие якутяне начинают присматриваться к автомобилям. Но статистика МВД неумолима. Каждый третий автомобиль на вторичном рынке имеет юридические проблемы. И чтобы ваши с трудом накопленные деньги не ушли к мошенникам вместе с железным конем, предлагаем вам послушать нашего юридического эксперта. Проверка юридической чистоты автомобиля – это обязательный шаг перед покупкой. Проблемы с документами на машину могут повлечь за собой серьезные юридические риски для покупателя. Для юридической проверки авто вам следует узнать ВИН автомобиля. Это уникальный идентификационный код, содержащий сведения о производителе, характеристиках и истории выпуска авто. С помощью него можно узнать подробную информацию о машине следующими способами. Первое – это проверка на сайте Госинспекции безопасности дорожного движения. На этом сайте можно проверить, угон в розыске или нет, ограничения на регистрацию, историю регистрации владельцев, а также дорожные происшествия, диагностическую карту, проверку на утилизацию. Второе – это проверка на залог в реестре Нотариальной палаты. А проверить машину можно в реестре Нотариальной палаты. Нужны следующие данные. Это ВИН автомобиля или номер паспорта транспортного средства. Проверяет, не находится ли машина в залоге у банка или другого кредитора. Как можно проверить? Откройте сайт, выберите по ВИН и введите номер, нажмите «Поиск». Если машина в залоге, будет указано, кем и когда оформлен залог. Третий способ – это на сайте Федеральной службы судебных приставов. Там, возможно, будут показаны ограничения судебных приставов. Машину можно проверить у судебных приставов. Этот способ может быть полезен, если у продавца есть долги. Авто может быть под арестом. И четвертый сервис – это платные агрегаторы, опциональные. Сервисы вроде Автотека, Автокод, ВИН-Инфо собирают информацию из многих баз одновременно. Они часто дают сведения о пробеге машины, дорожно-транспортных происшествиях, ремонтах, использовании в такси. Чтобы не купить проблемную машину, придерживайтесь 3 основных этапов. Проверьте юридическую чистоту, узнайте ВИН и проверьте машину через сайты Госинспекции безопасности дорожного движения и реестры. Нет ли ограничений, залогов, угона или ареста. Сверьте ВИН на кузове, паспорте транспортного средства и свидетельстве транспортного средства. Осмотрите также техническое состояние. Пробег, кузов, двигатель, подвеску, зазоры и салон. Проверка перед покупкой – это ваш главный инструмент, чтобы не стать жертвой обмана. Знайте свои права. Да, действительно, покупая автомобиль, мы всегда думаем о надежности, проверяем документы, хотим знать историю владельца, чтобы ездить спокойно. Но есть вещи, которые важнее любых документов на бумаге. Это живая история в кадрах.
История людей, которые когда-то, не имея современных контрактов и гарантий, просто поверили в свое дело. Одним из таких подвижников стали люди, стоявшие у истоков Национального центра аудиовизуального наследия народов Якутии. На протяжении вот уже 3 десятилетий Центр занимается хранением и популяризацией уникального культурного наследия республики, собирая и оцифровывая бесценные аудиовизуальные материалы. Сегодняшняя рубрика «История в кадрах» познакомит нас с людьми, стоявшими у истоков становления и развития аудиовизуального центра. Здравствуйте! Киноархивы – это не просто хранилище старых кинопленок, это память, где время обретает форму, а прошлое оживает в калейдоскопе образов и звуков. Наш центр был создан в 1996 году согласно указа первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. С тех пор началась богатая история единственного на Дальнем Востоке аудиовизуального центра, который профессионально занимается сбором, хранением и изучением всех киновидеодокументов о Якутии. В коллективе аудиовизуального центра вот уже более 30 лет трудятся люди самых разных специальностей, от историков до кинооператоров, которые бережно занимаются реставрацией, экспертизой и систематизацией всей истории Якутии в кинокадрах. Одним из редких профессий в нашем центре является профессия фильмопроверщик. Первой фильмопроверщицей начала работать Екатерина Никитична Салашина, человек, служивший более 50 лет в сфере кино. После школы в 60-е годы совсем юная Катя решила связать свою жизнь с кино и осталась верна своей профессии, ответственно и беззаветно проработав вплоть до выхода на заслуженный отдых. Представить сложно, сколько тысяч километров кинопленки прошли через ее руки, бережно обработанные и отреставрированные. За годы работы в сфере кино Екатерина Никитична была членом Коммунистической партии, депутатом городской думы, активисткой профсоюзной организации, наставником для молодых специалистов. Екатерина Никитична – любящая мать, заботливая бабушка, добрая советчица и яркий пример для близких и родных. Ученица Екатерины Никитичны, а после заменившая ее на этом посту Алена Анатольевна Марсанова, по сей день кропотливо трудится над сохранностью кинодокументов, связывающих деятельность всех подразделений нашего центра. А на этих кадрах вы видите Владимира Спиридоновича Андреева. Он был директором аудиовизуального центра с 2007 года и до выхода на заслуженный отдых. Владимир Спиридонович свою трудовую деятельность начал еще в своем родном Верхневилюйском Улусе. В нашей организации Владимир Спиридонович был грамотным и требовательным руководителем, стратегически смотрящим далеко вперед. Был всегда примером для своих коллег. И за период его работы наш центр активно и плодотворно продолжил работу с улусами по архивированию. Владимир Спиридонович не просто был руководителем для всех коллег, он всегда остается мудрым советчиком, который делится своим богатым опытом. Мудрые советы наших ветеранов и сегодня служат для нас ориентиром для дальнейшей работы. Мы гордимся нашими ветеранами и благодарим их за самоотверженный труд. Ведь именно они стояли у истоков становления нашего центра, проделав огромный и кропотливый труд, направленный на сохранение бесценного наследия человечества, воплощенного в кинематографе. Это была рубрика «История в кадрах». До новых встреч! Ну а теперь мы познакомим вас с теми, кто тоже создает историю, только уже не на пленке, а в жизни. Историю каждой отдельной семьи. О людях, чье призвание – дарить тепло и заботу тем, кто особенно в этом нуждается. В год единства народов России и год Года культуры в Якутии проходят разные события, которые показывают, что такое настоящая семья. Одно из них – республиканский конкурс приемных семей «Счастливы вместе». Сегодня у нас в гостях человек, который знает об этом конкурсе все, потому что участвовала в нем сразу в 2 ипостасях – и как организатор, и как участница. Это Жанна Нуриманова, председатель Совета приемных семей города Якутска. Жанна, Доброе утро. Здравствуйте. Вот. Ну, вообще, в 2 словах давайте введем в курс дела тех, кто не знает. Конкурс «Счастливы вместе». Что это, для кого он, сколько семей участвовало? Ну, на самом деле мы возродили традицию. До пандемии у нас проходили эти конкурсы. Ну, немножко были подзабыты. И вот сейчас мы решили, что пришло время возродить эти конкурсы. Для приемных семей,
которые живут у нас в республике. У нас в республике 232 семьи, воспитывают больше 600 детей. А в городе Якутске у нас 33 семьи, воспитываем около 200 детей. Ну, такие показатели, да? В среднем по 7 детей Просто, на семью. да? Ну да, получается. Ну, конкурс, как мы уже сказали, посвящен Году единства народов России, да, Году культуры в Якутии. Как это вообще отразилось в заданиях, в атмосфере? Ну, на самом деле у нас семьи очень разнообразные. У нас очень много национальностей. Вот, допустим, в моей семье у нас есть если я венкийка, мой муж татарин, мои дети мордвины, немцы, украинцы, русские. Поэтому у нас очень много национальностей, поэтому мы решили, что необходимо показать, какие мы на самом деле разные. Да, многонациональные. Многонациональные, да. Ну, как мы сказали, вы с двух сторон в конкурсе участвовали, как организатор, как участница. Вот с точки зрения участника, расскажите вообще про конкурс сам, как это вот ощущается изнутри. Как происходит? Ну, конкурс родился таким образом. Я обратилась к Сокорутовой Туяре Васильевне, главному библиотекарю нашей национальной библиотеки, с просьбой организовать для нас такой конкурс. Она на самом деле организацию взяла всю на себя. Пригласила к нам Лигу женщин, которые по округам, по районам помогали нашим семьям. У нас вот якутские, допустим, Татьяна Дмитриевна Егорова, председатель Лиги женщин, очень хорошо помогли нам. Вот. И они создали сценарий и все для того, чтобы мы провели этот праздник. Ну, конкурсом назвать это на самом деле очень сложно, потому что это был настоящий праздник. Жанна, ну, как вы сказали, у вас очень многонациональная, да, семья, дети, и мы узнали, что у вас 18 детей, да? Да, в общем 18 детей. В целом. Как вы вообще пришли к этой цифре, да? Это ведь тоже не просто, наверное, да? Ну, это не двое, не трое. Ну, на самом деле, не было бы счастья, да несчастье помогло, да, потому что в 17-м году у нас ушли из жизни наши друзья, и за ними остались уже 4 детей. Ну, родственников у них не было, как бы мы не можем позволить себе друзьям остаться в детском доме, поэтому мы с мужем решили, что надо их забрать себе. Потом, когда дети выросли, мы понимая, что можем справиться с этой задачей, да, начали брать уже, приглашать к себе жить детей с детского дома. Вот так оно все и, собственно, как бы понимание, что это посильная задача какая-то. Да. И, в принципе, это же даже больше не задача, потому что задача — это более такое какое-то строго структурированно рабочее. Это, мне кажется, какое-то желание, наверное, дарить тепло и заботу. И возможность это тепло и заботу дарить не каждому дано. Но если есть возможность, почему бы ее как бы не реализовать? Но вот вернемся к многонациональности семьи. Да? Мы знаем, опять же, да, нюансы, что много праздников. Понятно, есть те, которые празднуют все в виде Нового года, а есть же и национальные, традиционные, Исах, Сабантуй и так далее. Все празднуете? Да, мы празднуем все. У нас есть праздники, которые мы справляем вот именно с ассоциацией приемных семей. Вот у нас вот Борона Заяна Петровна, она у нас председатель, проводим постоянные вот ежегодные исахи, да. Я сказала, что у меня муж все-таки татарин, да, и мы мусульманские праздники обязательно празднуем. Дети, они должны развиваться со всех сторон. Они должны понимать, что Россия это многонациональная республика, это страна, да, и то, что
мы очень разные, но мы все вместе. Поэтому вот даем ребятам знать это. А какие-то вот традиции есть у вас семейные? Может быть, готовка, блюда какие-то традиционные готовите, да? Ага. Да, вот знаете, для того, чтобы ребенок развивался, и он понимал, что вот эта вот семья, да, обязательно у нас есть традиции. Мы обязательно традиционно, вот скоро выезжаем уже на дачу, у нас есть специальный суп, который мы будем готовить. Дети, вот не обязательно, мы поедем на дачу, будем кушать суп, да. Ну, на самом деле сейчас вот очень много перечислять, но предстоящее, вот это самое главное, что мы на дачу переедем. Ожидаемое, да? Да. Ну вот, возвращаясь к тому, что как бы если есть возможность, да, дарить радость, дарить тепло, заботу и так далее, ну, более чем уверен, что сейчас, наверное, есть семьи, может быть, не семьи, может быть, там, одинокие люди, которые понимают, что, в принципе, я бы, наверное, тоже мог бы взять детей, да, на воспитание и так далее. Но сомневаются, потому что понятно, что это некая такая неизвестность, непонятно, что ждет. Вот что бы вы пожелали, может быть, посоветовали таким людям? Вот таким людям я бы посоветовала в первую очередь пройти школу приемного родительства. Оно у нас проходит в Якутске в нескольких местах. Для того, чтобы записаться, необходимо посетить орган опеки. Ну, направление мы получаем там. Для того, что в школе мы обычно проходим вот эти вот все этапы, в которые мы потом вольемся, да, знакомимся с людьми, которые этим все, и уже оценивать свои силы, потому что человеческая судьба это, ну, это не игрушки, да, вот поигралась и отдал, так нельзя делать, поэтому необходимо первые шаги делать. Какую-то базу, да, определенную знать. Жанна, огромное вам спасибо за участие в нашем эфире. Здоровья всей вашей семье. Ну и новых побед, да? Спасибо. Вот. Ну а с чего начинается семья? Конечно же, с любви. Иногда одно фото в ленте может изменить всю жизнь. Это история о любви, которой не страшны расстояния и часовые пояса. Он танцор из Петербурга, она девушка из Якутии, которая помогает женщинам находить свой путь. Ради нее он оставил северную столицу и переехал на другой край страны. История, которая началась с шутки в комментариях в нашем следующем сюжете. В жизни иногда самые невероятные истории начинаются с одного лайка. Джонни – танцор, который прошел путь уличных танцев, развития блога и работы в команде «Нилето», однажды увидел фото красавицы из Якутска. Кристина раньше развивала свой бизнес в красоте, а сегодня помогает женщинам находить внутреннюю опору и менять свои судьбы к лучшему. Но главное, что их объединило – это желание быть рядом. Все случилось стремительно. Мы познакомились так, что Джонни увидел мою фотографию в некоторых соцсетях, прокомментировал, что все, кажется, я лечу в Якутск. Но мы восприняли это как шутку, как бы я тоже ответила на этот комментарий, ну и у нас завязалась такой диалог, естественно, да. После некоторого времени Джонни просто присылает мне скрин билетов, что он купил билеты в Якутск. Я псих просто и все. На самом деле, ну это реально вроде как была шутка. Но эта шутка была, когда вот ты вроде шутишь, и ты просто берешь это и делаешь, и все. То, что начиналось как легкий флирт и шутка в комментариях, вдруг перестало быть шуткой. Джонни – человек, который привык доверять импульсу. Сначала движение в танце, потом и в жизни. И он просто взял и купил билет. Без плана и без гарантий. Просто потому, что почувствовал это то самое. Почувствовал, что вот все, вот это действительно тот момент, когда нужно по-любому лететь вообще 100%. Вот, и я просто взял билеты, несмотря на то, что мы вообще в целом, ну, знакомы заочно только в интернете. Очень прекрасная девушка. Ну, короче, у нас сложился какой-то вайб. Вот, мы общались чуть-чуть в интернете. Ну, в общем, блин, меня сейчас просто переполняет эмоции. Я просто взял билет на другой конец света. Встречать в аэропорту почти незнакомца всегда волнительно. Но когда он вышел из зоны прилета, случилось то, что она запомнит навсегда. Никакой неловкости. Будто знаешь человека 100 лет. Они провели вместе 5 дней, и в эту короткую поездку уместилась целая жизнь.
Ленские столбы, веселье, лето в Якутске и понимание, расставаться больше нельзя. Билеты, перелеты, короткие встречи и долгие ожидания. Но настоящая любовь не терпит расстояний, и Джонни принял решение, которое изменило все. Он собрал вещи, попрощался с Питером и переехал туда, где его ждали. Теперь в Якутске у него своя школа танцев, место, где он передает другим энергию движения, а Кристина продолжает работать с женскими судьбами, помогая девушкам обретать себя. Вместе они доказывают, когда два человека хотят быть рядом, развиваться и строить общее будущее, никакие границы не важны, только билет в одну сторону, туда, где любовь. Какая же красивая история. Да? Да. А как угадать тот самый момент, когда судьба подкинет вам эту искру? И как сохранить гармонию, если вы уже нашли свою половинку? Ну, звезды, оказывается, следят за этим не меньшими нашего, и поэтому будет ли у вас удачное свидание или стоит посвятить неделю себе. Астрологи все разложили по полочкам. Давайте узнаем, что приготовила для нас Вселенная, а верить и ориентироваться на это решайте уже сами. Овны. Неделя начинается с осторожности в словах. Обещания, данные сгоряча, могут связать вас по рукам. В середине недели ваша инициативность будет работать на вас, но только если вы не будете пытаться все контролировать в одиночку. Доверьте часть задач союзникам, и результат превзойдет ожидания. К выходным возможны мелкие бытовые неурядицы, которые быстро решатся сами. А в личном общении вас ждут искренние комплименты и неожиданное тепло от тех, кого вы давно не видели. Тельцы. Вам предстоит гибкая неделя, планы будут меняться, и лучше не сопротивляться этому потоку. В середине периода звезды советуют обратить внимание на саморазвитие. Короткий курс, интересная книга или разговор с человеком из другой сферы дадут неожиданно полезные идеи. Финансовые вопросы потребуют спокойного подхода. Импульсивные траты ни к чему. Выходные располагают к домашнему уюту и откровенным разговорам с близкими. Честность сейчас принесет больше, чем дипломатия. Близнецы. Активная неделя, полная встреч и новой информации. Ваше умение говорить и убеждать выйдет на первый план. Используйте это для рабочих переговоров или личных признаний. Однако ближе к концу недели появится соблазн участвовать в сомнительных схемах или сплетнях. Лучше держаться в стороне. Выходные стоит провести с пользой для тела и ума. Активный отдых или смена обстановки помогут перезагрузиться. Новые знакомства в эти дни могут оказаться судьбоносными, но не торопитесь с выводами о людях. Раки. Эмоциональная неделя, где важно не принимать все на свой счет. В профессиональной сфере возможны моменты несправедливости, но они временны. Ваша задача — сохранить спокойствие. Середина недели благоприятна для интуитивных решений. Если чувствуете, что путь верен, действуйте без оглядки на чужое мнение. Ближе к выходным будьте внимательны с техникой и документами. Возможно, мелкие сбои. Суббота и воскресенье хороши для семьи, домашних дел и всего, что восстанавливает внутреннее равновесие. Львы. Неделя ставит во главу угла отношения с близкими. В начале периода кто-то из родных будет нуждаться в вашем внимании. Финансовая сторона преподнесет сюрприз. Возможно, неожиданные предложения или поступления оттуда, откуда и не ждали. В личной жизни важно перестать идеализировать партнера. Принятие его реальных черт сделает союз крепче. Выходные располагают к романтике, но остерегайтесь сомнительных финансовых авантюр. Ваше щедрое сердце сейчас может сыграть против вас. Девы. Успех на этой неделе потребует подготовки. То, что кажется легким на деле, потребует внимания к деталям. Середина периода отлично подходит для обучения и освоения новых навыков. Информация будет усваиваться быстро и надолго. В любовной сфере наметится потепление, особенно если вы давно хотели сделать первый шаг навстречу. В коллективе возможно трение, но ваша выдержка позволит выйти сухим из воды. Весы. Начало недели принесет события, которые заставят пересмотреть привычные взгляды. Это не революция, но постепенные перемены уже запущены. Середина периода благоприятна для старта в спорте или здоровом питании. Заложенная сейчас привычка приживется надолго. Возможно, внезапная симпатия к человеку, которого вы знали давно, но не замечали. К выходным лучше снизить нагрузку на глаза и нервы, больше времени проводить с семьей. Домашний круг сейчас даст вам опору. Скорпионы. Неделя потребует от вас мудрости, вы сможете помочь близкому, но важно не забывать о собственных границах. В
профессиональной сфере возникнут непростые задачи, которые потребуют всего вашего опыта. Не ищите легких путей. Ближе к пятнице хорошо вернуться к делам, которые были отложены, и, наконец, завершить их. Командировки и деловые поездки лучше не планировать, а выходные проведите спокойно, восстанавливая силы. Стрельцы. Неделя наполнена энергией новых впечатлений. В общении важно ловить не только прямые слова, но и скрытые намеки. Именно они несут ключевую информацию. Середина периода идеальна для поездок, даже коротких. Смена обстановки вдохновит и даст ответы на давние вопросы. Выходные планируйте активно, но без лишнего риска. Козероги. Ваша тема недели – баланс между силой и гибкостью. Жесткость сейчас только навредит, а умение подстроиться под обстоятельства принесет успех. Козероги. Ваша тема недели – баланс между силой и гибкостью. Жесткость сейчас только навредит, а умение подстроиться под обстоятельства принесет успехи. В начале периода стоит пересмотреть приоритеты, возможно, отказавшись от того, что тянет вниз. Середина недели удачна для работы и налаживания личных отношений. Будьте осторожны с деньгами в пятницу, велик соблазн потратить на то, без чего можно обойтись. Выходные посвятите дому и отдыху. Водолеи. Сейчас ваша уникальность и творческий подход – главный магнит для удачи. Не прячьте нестандартные идеи, предлагайте их смело. Честные разговоры в середине недели укрепят связи, которые давно нуждались в ясности. Не бойтесь смеяться над собой и выглядеть странно. Это притянет нужных людей. Выходные проведите в кругу единомышленников, но с воскресенья устройте цифровой детокс. Рыбы. Ваша интуиция на этой неделе работает на полную мощность. Доверяйте первому впечатлению о людях и ситуациях. Оно не обманет. Середина периода располагает к творчеству, медитациям и любым практикам, связанным с внутренним ростом. Возможно, приятные финансовые сюрпризы, подарки, бонусы или возврат старого долга. Выходные лучше провести у воды или в тихом месте, где можно побыть в тишине. Ответы на важные вопросы придут сами, если вы перестанете их искать и просто позволите себе чувствовать. Продолжаем рассказывать о новостях этого утра. Украденный румынский золотой шлем нашли в Нидерландах. Подробности обнаружения артефакта в Амстердаме не разглашают. Речь об экспонате, которому около 2500 лет. Шлем Коцефинешти – одно из главных сокровищ Румынии. Он связывает современных румын с древней Дакией. Реликвию похитили в прошлом году. Грабители взорвали стену и похитили шлем и 3 золотых браслета. Сокровища были предоставлены Румынии на временную выставку в Нидерландах. Его кража вызвала дипломатический конфликт между странами. Румыны потребовали компенсации, и Нидерланды выплатили почти 6 миллионов евро. Если находку официально вернут, соответственно, и деньгам заказан обратный путь. И еще о золоте. Минфин ведет электронные сертификаты на золотые слитки. Такой учет внедрят с марта следующего года, сообщили в ведомстве. Там пояснили, что данные будут оформлять не только на бумаге, но и в виде цифровых сертификатов. В министерстве считают, что это упростит сделки с драгметаллом и обмен данными через госсистему. Также владельцам станет проще продавать слитки, поскольку сейчас при потере бумажного сертификата возникают сложности. По последним данным, стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне превышает $4700 за тройскую унцию. Любишь кататься, люби оформлять транспорт по закону. Номера на всех электросамокатах сделают обязательными. Росстандарт уже утвердил ГОСТ на специальные номера с 3 буквами, 2 цифрами и кодом региона. Они станут обязательными после того, как власти запустят систему постановки на учет всех средств индивидуальной мобильности в электронном реестре. На каждом электросамокате будет 2 номера – сзади и спереди. Изображение государственного флага на номерах будет опциональным. Нововведение коснется около 1,5 миллионов средств индивидуальной мобильности. Совет по правам человека признал успешным эксперимент с оценками за поведение. Учителя считают это дополнительным инструментом воспитания. Глава Совета Валерий Фадеев призвал не спешить с введением новшества. Он считает, что необходимо доработать систему и решить, что делать с учениками, которым поставили 2. В январе Минпросвещения подготовила проект приказа о введении оценок за поведение. В эксперименте участвовали 89 школ в 7 регионах, используя 3 модели – зачет, незачет, 3-бальный
10-бальная и 5-бальная шкалы. По итогам эксперимента с 1 сентября введут одну систему для всех школ. Нашумевшая выставка Национального художественного музея от Ге до Гинзбурга в Якутске закрылась. Чтобы представить новый результат сотрудничества с Государственным музеем Льва Толстого, экспозицию «Шахматы поставлены. Игра» начнется завтра. События посвятили столетию начала развития шахмат в Якутии. Примечательно, что открытие выставки ознаменовало и проведение крупнейшего турнира по шахматам на Кубок главы республики. Сама экспозиция включает отрывки из черновиков романа эпопеи «Война и мир», графику с изображением великого писателя за игрой, воспоминания его современников и другие экспонаты хранилища музея Толстого. Представила выставка и шахматы – уникальные предметы искусства, автором которого является в том числе и якутский мастер Терентий Амосов. Решили рассказать о шахматах еще и через призму литературной деятельности Льва Николаевича, рассказать о том, как он описывает шахматные партии и использует их как аллегорию в романе «Война и мир». Также здесь представлены якутские шахматы, сделанные из бивня мамонта, которые очень хорошо украшает нашу выставку, и 2 комплекта из Музея Федерации шахмат России. Это шахматы «Режанс» французские и шахматы, которые называются «Наполеоновские войны». К этому часу это были все новости. Хорошего и продуктивного дня. Вот, все. Всего хорошего понемногу. Да, вот так вот и пролетели 56 минут эфирного времени. Очень Да. надеемся, что вам было интересно и полезно. Да, мы сделали все, что могли, чтобы вы зарядились хорошим настроением на сегодняшний день. Начало рабочей недели, день ответственный, важный, потому что сегодня нужно заложить вот этот вектор своего движения на ближайшую пятидневку. Да, и как вы его заложите, так оно и пойдет. Поэтому не жалуемся, что день тяжелый, это мы все придумали. Понедельник – это понедельник. Это день, когда мы строим неделю. Хорошего вам дня сегодня, ну а мы с вами увидимся завтра в 7 часов утра. До встречи.